Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і я вітаю усіх телеглядачів каналу АТР, які продовжують нас дивитися, і також вітаю тих, які щойно до нас приєдналися. І наступну годину ми будемо говорити про те, як російське вугілля опинилося на Львівщині, про розведення військ на сході України, про прес-конференцію Володимира Зеленського. І про ці всі речі ми будемо розмовляти із людиною, яка була одним із облич політичної сили, яка цього разу не пройшла до парламенту. Семен Семенченко, 45 років, народився у Севастополі. Освіту здобував у Чорноморському вищому військово-морському училищі імені Нахімова. Згодом перевівся на факультет фінансів Севастопольського національного технічного університету. З 98 по 2001 роки працював головним редактором газети «Севастопольський вісник», учасник Євромайдану, командир добровольчого батальйону «Донбас». Брав участь в АТО. У Раду 8-го скликання потрапив по списку «Самопомічі» другим номером. Був першим заступником голови комітету з питань національної безпеки та оборони. 2016-2017 роки – один з організаторів торгівельної блокади окупованого Донбасу. У 2019 році вийшов з партії об'єднання «Самопоміч». Семен Семенченко. Саме зараз на АТР. Вітаю. Семене, народний депутат України 8-го скликання. Ви так трохи зникли з інформаційного поля. В квітні ви оголосили про те, що виходите із політичної партії «Самопомочі». Ви проходили до парламенту під номером 2 в 2014 році. І десь в той самий час ви оголосили з Ігорем Соболєвим, що створюєте свою політичну силу. Як там справи з політичною силою цією новою? После парламента я не баллотировался в новый парламент. Как и до своего депутатства живу в съемной квартире. Последнюю зарплату получил сейчас, в общем-то, занимаясь тем, что стараюсь обеспечить семью. А для того, чтобы создать политическую партию, нужно что? Нужны средства, или нужно быть комиком долгое время, или нужно иметь родственные средства массовой информации. Никуда, естественно, ни с какого информационного поля я не возникал, потому что у нас большая часть СМИ принадлежит олигархам. Олигархи видеть меня, чтобы я рассказывал то, что рассказано на протяжении 5 лет, желания особого не имеют. Поэтому я спокойно жил своей жизнью обычного гражданина, пока вот в последнее время не вынужден опять участвовать в акциях общественного протеста, потому что я не могу бросить людей, которые поднялись против торговли на крови уже в 2019 году, уже с новой властью. Поэтому партия подождет. Я очень рад, что имел возможность побыть с семьей, побыть с своими детьми. Они в 2 раза фактически выросли за все эти 5 лет. Но, видите, опять меня затянуло в эту общественную деятельность. Не могу я бросить людей, которые, пока вся страна молчала, это сейчас она возбудилась, с формулы Штайнмайера, сказали «нет» российскому углю в Львовской области. А от ви говорите, що ви стараєтеся забезпечити сім'ю. Яким чином? Прежде всего, мы с хлопцами, с кем мы воевали, разработали проект компании международной безопасности. Это компания, которая обеспечивает безопасность Организации Объединенных Наций, международных организаций в горячих точках. То есть это Афганистан, это Ирак, это Сирия, это другие страны Африки и прочее, прочее. Это вообще-то бизнес-проект. Однако мы считаем, что как и в Великобритании, так и в США, это может стать частью не государственной, но частью сферы безопасности Украины, за рубежом один из рычагов его влияния. Начали все это развивать потихоньку, и, собственно, я что не принадлежу к каким-то олигархическим группировкам, мне нужно зарабатывать как предпринимателю на жизнь своей семьи, но увидели, что началась блокада в начале сентября в Львовской области, в Сосновке. Увидели, что все тогда молчали, как в анабиозе пребывают. А местные ветераны вышли и сказали, нет, нам не нужен сейчас российский уголь, нам нужно развивать свой углепром. Торговля на крови – это плохо. И обратились ко мне, в том числе мои родственники, они проживают. І ми от на 1,5 місяця випали із життя. А от дивіться, давайте трохи проговоримо про ці речі. Ви сказали про приватні компанії, правильно, військові? Так. Я правильно вас зрозумів, що ви займаєтеся створенням... Компанії міжнародної безпечності. Це приватні військові компанії, іншими словами. Не зовсім. Тому що у нас є таке не совсем понятное
для людей, что это такое, они в основном вспоминают компанию Вагнера. На самом деле... ЧВК. Да, ЧВК. На самом деле это есть ЧВК, а есть компания безопасности. В Швейцарии в 2008 году при участии Украины разработан был документ Монтрео, который регламентирует деятельность этих организаций, которые являются фактически организациями, обеспечивающими безопасность журналистов, компаний, крупных компаний, крупного бизнеса, правительственных организаций, организаций Объединенных Наций, неправительственных организаций. И я хочу сказать, что большую часть услуг по охране в Ираке, в Сирии, в Афганистане оказывали для США, Великобритании и других стран именно эти компании. И они являются рычагами безопасности своих стран, геополитическое влияние, как в принципе и Пентагон, как и ЦРУ, как и И-6 Великобритании. Я считаю, что и у нас такое должно быть, в том числе как социальная программа для атошников. Что касается общепринятого понимания, что такое частная военная компания, мы вспоминаем компанию Вагнера. Это обычные наемники, которые вне этого кодекса, вне этих законов. Ну, дивіться, ви згадали документ Монтре. Так. Але документ Монтре, він регулює не лише охоронні компанії, але й приватні військові, такі як ЧВК «Вагнер». Ні. ЧВК «Вагнер» он не регламентує. Ну, ЧВК «Вагнер» – це зовсім інша історія. Це частина ГРУ, фактично. Так, це частина ГРУ, але якщо ми говоримо про документ Монтре, то він регулює також і діяльність таких приватних військових компаній. Компании, международные компании безопасности – это более принятый такой термин. Дивіться, просто в Штатах це офіційно дозволено. Є військові компанії, вони займаються охоронною діяльністю, але також вони займаються і військовою діяльністю. Тобто вони воюють на стороні когось. Не. Они не воюют на стороне когось. Есть компании, которые занимаются оказанием услуг логистики, компании, которые занимаются строительством, обслуживанием информационных сетей, обслуживанием нового вооружения, тренировкой для местных войск. А те, которые оказывают тактическую поддержку на поле боя, в основном эти компании находятся за пределами этих законов, поскольку это уже наемники. Поэтому документ Монтрео, одним из разработчиков которого была Украина, я считаю, что нужно имплементировать. Мы свою компанию с ребятами, с ветеранами начали регистрировать сразу же в юрисдикции Соединенных Штатов Америки. Однако мы хотим, чтобы Верховная Рада все-таки это все разрешила. Не на территории Украины, я считаю это неправильно. А вот за территорией Украины и в зоне АТО, особенно в рамках Минских соглашений, это очень хорошо. Это очень будет полезно. Кроме того, это очень будет полезно для атошников, поскольку масса людей имеет финансовые проблемы, социальные проблемы. Люди стреляются, спиваются, у них проблемы в семье. Их нужно адаптировать. Самая лучшая адаптация от ПТСР – это не психологи, это помещение человека в зону риска, но там, где он выполнял бы функцию защитника, к которой он привык, и сделать его нормально социально обеспеченным. Это очень хороший резерв для армии, кстати, чтобы потом людей не с клубники собирать с Польши, а вот из таких организаций. Поэтому мы системно занимаемся лоббированием этой деятельности. Дивіться, щоб краще зрозуміти про те, що ви говорите, є така компанія в Сполучених Штатах Америки Academy. Так. Вона називається, вона більш відома як Blackwater. Так. Ви хочете створити таку ж саму структуру? Я думаю, что не совсем так, поскольку у Академии Blackwater достаточно печальный бэкграунд, связанный с гибелью людей и прочее. Наверное, больше бы мне нравится компания. Больше мне нравится компания Гарда, как пример. Компания Гарда – это канадская компания, которая в том числе набирает людей в Украине для того, чтобы они работали на блокпостах там, в Афганистане, еще где-то. Кстати, почему я привожу этот пример? А дело в том, что все это существует у нас, а Украина это не контролирует. Я считаю, что государство должно контролировать иностранцев, которые набирают людей у себя, и воспринимать это как свой резерв. Все должны быть на учете, под контролем соответствующих органов. И в случае обострения ситуации на фронте все должны быть имплементированы обратно вооруженные силы. И причем на подготовку их, обучение, получение новых навыков государство не затрачивает ни гроша фактически. В Великобритании и в США и в Канаде все это легализовано. Я считаю, что это должно быть легализовано у нас. Мы только в начале этого пути, однако мы воспринимаем себя как частью будущего безпекового фона, безпекового щита держави. Ми так себе і позиціонуємо. От я переглядав згадки про Семена Семенченка, наприклад, в засобах масової інформації Російської Федерації. Вони чітко говорять, що Семен Семенченко, він націлився там на Афганістан, на Ірак і ввести військові кампанії. Так, це правда. В Ираке, в Афганистане, в Сирии я имею, конечно, не у Асада, который с Россией, а в других местах. Мы имеем своих хороших знакомых в правительствах этих стран. Мы считаем, что Украина должна идти вместе со своим бизнесом в Африку, в Азию, в страны Латинской Америки, там, где можно получать хорошую прибыль, платить налоги в нашей стране и фактически на нашу экономику работать, но там, где нужна им и охрана.
И наши хлопцы-атошники, вместо того, чтобы там идти в тетушки, спиваться, ездить на Польшу, на клубнику, сейчас видите, всех, к сожалению, пока нет наступательной деятельности в армию, многие не готовы туда идти, хотя говорят, если начнется наступление, мы вернемся. Так вот, лучше к этому наступлению, чтобы они были подготовлены, не потеряли свои навыки. И охрана нашего бизнеса. Второе, это, зачем... Ну, офіційно люди є вже в Афганістані, в Іраці, в Сирії. Мы... Яких ви можете назвати, що це люди Семена Семенченка, чи ті, які вийшли з батальйону Донбасу? У меня нет никаких людей Семена Семенченка. Мы только в начале этого пути. Ну, тобто ви зареєстрували компанію, наскільки мені відомо, в Сполучених Штатах Америки, в штаті Вірджинія, так? Так. І вона зараз просто зареєстрована? Просто зареєстрована, ми працюємо. Ми працюємо для того, щоб отримати сертифікацію ISO и для того, чтобы войти во все эти клубы. Смотрите, существует объединение международных компаний, которые работают согласно законов Монтрео. У них есть определенные требования, и эти законы придуманы, чтобы общество имело контроль над этими компаниями, понимало их, и чтобы они работали именно для обеспечения безопасности общества, а не как, например, в России для того, чтобы вести военную деятельность в интересах захватнических там и прочее. И мы сейчас стараемся получить все эти сертификаты. Я же депутат, не депутат буквально 2 месяца, поэтому мы только в начале этого пути. И вот именно с этим мы хотели бы заниматься. Мы хотели бы обязательно, чтобы там, где зарабатывали деньги ветераны, была польза для Украины. Но, к сожалению, события, которые произошли, вынудили нас временно отложить все это в сторону, все наши планы. Хотя мы работать начинали уже с новой Верховной Рады. Мы им показывали документ Монтрео, поясняли, что нужно принимать эти законы, объясняли, что сейчас 21 век, а не 19. І прочее. Ну, можливо, просто в Верховній Раді вони бояться, тому що тут між охороною і найманством є дуже тонка грань. Ніякої тонкої грані нема, тому що в документі Монтрео, напомню, что это такое, это Международный Красный Крест швейцарский и правительство Швейцарской Федерации в 2008 году собрало 17 стран, в том числе США, Канаду и Украину в том числе. И они разработали правила, по которой именно для обеспечения безопасности правительств, неправительственных организаций и международных организаций именно такие компании начинали работать. Эти страхи абсолютно беспредметны, поскольку, еще раз, в мировой практике все это нормально организовано. И не обязательно это должно работать внутри страны. Внутри страны сейчас, в принципе, достаточно стандартных структур. А вот в зоне АТО, там, где, например, мы набрали на себя обязательств не отвечать на выстрелы, еще на что-то, а вот частные компании могут работать. Что такое ЛНР, ДНР? Скажите, это ведь по сути ЧВК России, которые ведут агрессивную деятельность. И когда Россия предъявляет претензии, они сообщают, что это шахтеры, которые выкопали оружие в шахтах. Правильно? Почему мы не можем защищать свою Украину всеми доступными средствами? В том числе, говоря о том, що у нас є Мінські Ну, це соглашення. затяжко можна назвати так звані ЛНР, ДНР, ЧВК. ЧВК діють трохи в інший спосіб. Це організації вже розголошені. Де-факто это ЧВК, как и ЧВК Вагнера, которые работают за пределами документа Монтрео, за пределами международной системы безопасности. Они работают как часть агрессивного блока, там, агрессивных войск Российской Федерации. Я привожу пример. У врага есть это оружие. Почему у нас нет оружия защиты? Почему масса людей сейчас выпала из сферы безопасности и обороны Украины и работать, едут на заправки в Прибалтику, едут какие-то курсы делают в Польшу, забывают свои навыки. Люди должны во время войны быть резервом для страны. Они должны нормально пользоваться уважением, должны получать нормальные деньги за это. Это очень хорошо для державы, я считаю. Только мало хто це розуміє, к сожалению. Але, наприклад, ви, будучи зареєстрованим в Сполучених Штатах Америки, ви ж розраховуєте на контракти від кого? Наприклад, від Організації Об'єднаних Націй, від Червоного Христа, від неправительственних організацій. Ну, наприклад, я вважаю, що якщо будуть Сполучені Штати заводить международные компании безопасности в большом количестве в Афганистан для того, чтобы обеспечить там горные работы, обеспечить там серьезное восстановление страны. Украина должна туда заходить не в качестве просто обычных людей, которых понабирали в западные такие структуры, а именно зарегистрированные в Украине украинские приватные військовые компании, украинские системы безопасности, и мы должны заниматься экспортом военных услуг, чтобы и люди были при деле, и государство их контролировало. А вспомните, что такое казаки. Казаки, по большому счету, вспомните того же Богдана Хмельницкого, они оказывали услуги и французам, и в разных других странах, и все знали, что Украина не экспортирует там только сало, либо там еще что-то. Там есть воины, которые в нужный момент просто собираются на защиту своей страны. Нужно понимать психологию военных, без дела им сидеть нельзя. Понимать психологию военных, что если они вышли из зоны особого риска, у них начинается ПТСР, начинаются психологические проблемы. Ведь люди переступили фактически вот этот закон «не убий», и дальше они живут вне этого закона. Зачем им идти в криминал, зачем им спиваться? Они должны работать на державу, в том числе и в такой способ.
Вот такая моя идеология. на державу, але якщо будуть контракти від міжнародної організації, ви говорите про Афганістан, Ірак, Сирію, де Україна? А тут? почему, скажите, пожалуйста, Украина не может использовать эти организации как один из рычагов давления, рычагов влияния на международные процессы? Например, вот смотрите, например, в Афганистане, в Ираке, например, если хлопцы работают рядом с французами, рядом с немцами, рядом с американцами, у них появляется боевое братерство. В том числе даже не в бою, там не такие зоны, а для защиты, например, гражданской. И в этих странах масса людей больше узнает об Украине. Для них это не просто какая-то коррупционная дыра, а люди, страна, с которыми они вместе служили в таких точках. Это очень серьезные связи. Потом кто-то из этих американцев, французов, там, немцев станет там, сенатором, пойдет в бизнес. Они будут вспоминать с теплотой Украину. Может быть, какие-то контракты дополнительно эта страна даст для нашей державы. Нам нужно понимать, что наши технологии во многом устаревшие, но в страны третьего мира их можно экспортировать и зарабатывать именно на этом. А для этого нужно, чтобы наши все структуры были обеспечены, в том числе безпекою. Пусть наши украинцы охраняют их. Но все это планы. Я пытаюсь пояснить государственным структурам, пытаюсь пояснить заинтересованным предпринимателям, что в этом, в том числе, будущее нашего сферы безопасности. Но это все планы. Пока, як я вже сказав, к сожалению, не успів реалізувати. Дивіться, Семен, ви вийшли з партії «Самопоміч» у квітні місяці, і коли перед виборами я просто слідкував за передвиборчою кампанією «Самопомочі», вас фактично відсунули на другий план, так? Хоча не відсунув, я не участвував в цьому. Ми не говоримо про кампанію, ми говоримо, ви ще тоді були якби в «Самопомочі», і, наприклад, Андрій Іванович Садовий, він згадував, наприклад, Оксану Сироїд, Єгора Соболєва, а Семена Семенченка, якось опускав, так? Тобто, я маю на увазі, ви не згадувалися, хоча ви були номер 2 і найбільш пізнаване лице «Самопомочі». Чому так сталося? В чому проблема? У вас був якийсь конфликт с Садовым? Нет, я не особо это заметил, если честно, что он меня не сгадывал. Але, когда я шел в «Самопомощь», я думал, что это будет партия майдановского типа. Партия, которая будет во время войны бороться против внутренней оккупации страны, против всех этих коррупционных дел, которые творил Порошенко, против того, что наша страна постепенно превращалась в Малороссию. Вместо этого «Самопомощь», к сожалению, показала себя как собрание людей, в принципе, порядочных. Я не могу никого обвинить в непорядочности. Многие являются моими друзьями. Но они, как бы вам так объяснить, они ничего не делали вообще, фактически. Они понимали, что у них никаких голосов в Раде нету. И от того, что они чинно сидят, ходят как на работу в Верховную Раду, поднимают там руки, нажимают на кнопки. В условиях меньшинства они вообще ни на что не влияют. Нужно организовывать людей на улице. Нужно делать так, чтобы искать другие рычаги давления. Если тебя коррупционная система отрезает от тебя твои полномочия. Депутат, который не в системе, он полностью, считайте, только неприкосновенность имеет, и все. К сожалению, этого не заметил. Это первое. Я начал драться сам. Блокады Грушевского, какие-то события атошников стал вытаскивать из тюрем, говорить о том, что не только говорить о том, что Минск это плохо, а о том, что Порошенко предатель. Потому что я считаю, что по Минску, по Дебальцево, по Иловайску, по аэропорту есть полное доказательство того, что этот человек именно предатель. И по мне пошли удары, черный пиар и в очень большом количестве. К сожалению, большей части я слышал участие от своих коллег, но партия не становилась на мою защиту. Потому что так не принято во Львове, может быть. Может быть, просто принято быть сидеть чинно, мирно, ни во что не вмешиваться и прочее. Поэтому я это могу списывать только на это. Я не имею к ним никаких претензий. Я уважаю и Андрея Ивановича, и Березюка, с многими дружу. Но мы оказались абсолютно разными по темпераменту. А самое главное, по пониманию, что должен делать честный человек, то когда твою страну оккупируют и внешне, и с середины. Возможно, это тот самый конфликт там, Востока и Запада, может еще чего-то, хотя я во Львове видел также массу людей, которые вели себя по-другому. Может быть, с этим было это вызвано. Однако я ничего плохого, никаких конфликтов ни с Андреем Ивановичем, ни с Березюком не имел. Просто я честно сказал, что у нас разные представления о том, как нужно представлять избирателей. Я вышел из этой партии, но до сих пор, в общем-то, с удовольствием... Ви в кінці вийшли? В кінці коли? В квітні. Вже перед самими виборами, фактично. Вышел, я и не баллотировался. Тобто ви весь період в ній були? И вышел, и никуда не баллотировался, и никуда не переходил. Я ушел в никуда, я ушел просто быть обычным гражданином. И сейчас я обычный гражданин. Поэтому я не всем понимаю, какая разница. Я вышел в квитне, я вышел там еще когда-то. У нас были обязательства.
не рушить компанию Садового. Є велика різниця. Вийти, наприклад, Ніякої. на початку, в середині чи в кінці. Ніякої Тобто різниці немає. ну, просто я вам логічно поясню, Будь ласка. наприклад, на початках чи в середині ви не виходили з партії, так? Поясню чому. По-перше, Бо фактично ви не хотіли втратити мандат. ничего подобного. Если вы обратите внимание на тех людей, которые складали мандат, Бабак, Константиновский, масса других людей, их мандата не лишали. За них просто не голосовали. Ни один человек, который вышел после 2015 года, написал заявление, парламентом не был позбавлен депутатских полноважий. Поэтому это не вариант выйти из парламента. Кроме того, простите, а если Ні, ви 90... могли вийти з самопомочі за власним бажанням і вас просто могли позбавити Для депутатського чого? мандату. Для чого? З якою метою? Вас позбавити депутатського. Ну, Так. так само, як, наприклад, Єгор Фірсов був позбавлений депутатського мандата, У коли мене він вийшов. питання. Чи, наприклад, Микола Добре. Томенко. Ни Микола Томенко, ни Егор Фирсов не воевали. Они не имели боевых противников, которые при полном попустительстве толпы засовывали по тюрьмам. А потом тех людей, которые кричали: «Ой, хлопчики, идите воюйте, мы за вами будем молиться, мы на вас будем там смотреть, вами пишатися». 99% этих людей не приходили к ним даже на суды. Я взял на поруки очень большое количество людей. И пребывание свое с мандатом депутата, даже когда я в Верховной Раде ничего не мог сделать, а делал на улице, я вижу оправданным хотя бы в том, что я массу людей вытащил с тюрьмы. А потом, когда я понял, что, к сожалению, эта партия не будет той партией, где я хотел бы быть, я принял решение не баллотироваться дальше. И сейчас веду свою борьбу как обычный гражданин. Я не дергался, не бегал в какие-то другие места. Я не баллотировался мажоритарником. Поэтому последний раз, когда я был в Сосновке, меня избивали ногами, били точно так же, как и всех. И точно так же, как и всех, я рисковал. И я себя отлично сейчас чувствую, потому что я зашел обычным переселенцем, который все оставил на Донбассе, в Раду, и я вышел. У меня нет ни счетов, ни машин, ни квартир. Но теперь я не защищен мандатом, я получаю по голове точно так же, как мои товарищи. И мне очень хорошо, потому что, к сожалению, у нас в Верховной Раде это место, знаете, где ты наблюдаешь в основном моральные трансформации, куда заходят люди, вроде бы неплохие, но большая часть почему-то превращается в А, коррупционеров. до речі, в яких відносинах ви залишились з Арсеном Аваковым? І що думаєте про те, що він залишився міністром МВС? Ну, я никаких відносин с ним не маю, с Арсеном Аваковым. Ну, я подписывался, когда был в Верховной Раде, за его отставку. Я считаю, что он приложил, ну, такой же архитектор режима Порошенко, собственно, как и сам Порошенко. Никаких відносин у нас с ним не маю. То есть у меня с ним были отношения только тогда, когда я был командиром батальона Национальной гвардии, и тогда мои отношения были служебными. Последний раз я с ним нормально общался, наверное, когда в 2015 году, в начале, они нас не отпускали на фронт, он и Порошенко. Я собрал батальон Донбасс, мы пришли через весь Крещатик, через весь Киев к Министерству внутренних дел, окружили его. Я пришел, положил на стол заявление каждого человека, что мы хотим на фронт, и нас отпустили под Дебальцево. После этого уже общения не было. Але все-таки це людина, яка багато причинилася і також до вашої відомості. От коли пробігла чорна... Ну, все-таки я читав заяви і Антона Геращенка, тоді, як ви сказали, що на вас почався чорний піар, і заяви Арсена Авакова, вони вас захищали. Если они захищали командира батальйону Все-таки Національної гвардії... ви також мали проблему з офіцерським званням? Не мав ніяких Суди проблем. були? Я ніяких проблем не мав. Суди були, да, і що? Були, і вас також, ну, все-таки це ви отримали офіцера. Так. Кого? Майора. Правильно, майора якої структури? гвардії. Національної гвардії. Національна гвардія в яку структуру входить? В МВС. В МВС. І що? Потім вас, можна сказати, з вас зняли погоду, і ви стали просто рядовим. Ні. Там були суди. Были. И что, я их выиграл. Ви їх виграли, але ну, тобто була судова тяганина Я щодо поясню. того. Было примерно то же самое, что у Саакашвили. Согласно закону Украины, лишить офицерского звания можно только по приговору суда или можно было по какому-то дисциплинарному взысканию. Я создал батальон, который освободил 6 районов Донецкой области, это официальная информация, а также освободил Попасную и Лисичанск, награжден орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени и ведь знаками отличия Национальной гвардии.
Никаких приговоров суда по мне не существует. И никаких дисциплинарных взысканий я не проходил. После того, когда я стал бороться против Порошенко в 2014 году, весь 2015 год они заливали меня дерьмом в соцсетях. А в конце 2015 года сделали такую интересную штуку. Они приняли изменения к тому приказу, который давал мне звание майора. Они написали, что это фактически неправильно, и внеси туда звание рядового. Я это выиграл в первом суде, во втором суде, и у меня сейчас никаких проблем с этим нету. Все уголовные дела, которые они пытались сделать хитропопым методом, у них тоже провалились. Основная их задача не меня посадить, не забрать у меня погоны, а сделать так, чтобы вокруг меня постоянно был какой-то дым. Знаете, как мнение людей, дым без огня не существует. Вот у них есть своя машина по производству дыма. Это фейковые публикации фейковых СМИ. Это люди, которые за деньги выходят на YouTube, рассказывают, я с Семенченком воевал, он мудак. Это еще там что-то. У нас люди масса читают заголовки, они не читают, не разбираются. Поэтому я могу сказать, что им это удалось. Ничего страшного, борюсь за Украину и дальше. Но суди закончились в мою пользу. Ну, дивіться, а ви чи не вважаєте, що тут також частково є і проблема з вами особисто? Ми вас неодноразово кликали, наприклад, на ефіри в той час, коли ви були народним депутатом, і ну, я просто чув, мені переказували там гостьові редактори, ви говорили, що журналісти – це люди, які займаються інформаційними маніпуляціями. Ну, Це неодноразово було саме. Смотрите, я, во-первых, считаю, что так оно и есть. Ну, зараз я ж не займаюся інформаційною маніпуляцією. Давайте я выражусь. Угу. Очень большое количество информационных проституток среди журналистов. Однако есть люди, которых я уважаю, и я абсолютно не считаю, что это все. Это первое. Второе. Я помню себя в 2014-2015 году. Но реально, когда меня первый раз начали поливать говном, у меня реакция с точки зрения политика была неадекватная. Но я не был политиком. Я был солдатом, который вот заскочил в парламент, и я вообще не понимал, что это происходит, и как страна там, в виде ботов, в виде смеющихся людей, которые там многие, там, например, не поддерживали, многие верили в эти фейки. Почему они сами уничтожают, заливают говном тех, кто готов за них сражаться? С тех пор, как у любого солдата, вернувшегося с войны, прошел определенный путь. Успокоился, побыл с семьей, кожа наросла. Помните, как Черчилль говорил, что политикам нельзя быть кому-либо, у кого кожа тоньше, чем кожа носорога. Поэтому вполне возможно отдельные эпизоды такие были, когда я там не приходил на эфиры. Но вообще я старался на каждый эфир ходить. Поэтому если я на канал АТР когда-то это пропустил, приношу извинения, но это точно не было типичным для меня поведением. Вот. Может быть, естественно, я не святой, конечно, и, возможно, я не гений пиара, как пан Зеленский, и, возможно, мне нужно было по-другому сделать, но я, к сожалению, не увидел ни одного журналиста, который бы захотел разобраться. А есть ли правда в этом всем куче дерьма, которое надувает вокруг меня? Ни одного. И для меня это было очень большим шоком. Но я с этим уже смирился. У нас такое общество. Я не можу там сказати, що ви не геній піара, але ви в піарі знаєте толк, повірте мені. А что такое пиар? Пиар – это public relation, это связь с общественностью. Есть приемы определенные, которые не соответствуют нашему природному представлению. Вот я чувствую, что нужно говорить вот так. Но есть же наука об этом. Вот науки я, к сожалению, не владею. Многие вещи нужно было решать, имея на порядок больше ресурсов. К сожалению, у моих оппонентов их было в 100 раз больше. И у Порошенко, и у Ахметова, и у Путина. Ну ничего страшного, они ничего со мной не смогли сделать. Як ви опинилися на Львівщині? Значит, все достаточно интересно. Первое. Я сначала начал читать фотографии и комиксы, которые начали распространять порохоботы. Они показывают российский уголь, сообщение, что рост идет торговли. Показывают дебильными лицами Семенченко, Соболева, Белецкого, Поросюка. И пишут, так что теперь, торговать на крови можно? То есть имеется в виду, что вы протестовали только против Порошенко, против Зеленского вы не протестуете. Я начал разбираться, где этот рост российского угля. Я же вам рассказал, я уже ушел с политики и начал заниматься чисто вопросами безпеки. Я надеялся, что наша страна дорастет до понимания, что если Великобритания и США создают компании международной безопасности, как социальные проекты, как безпековые проекты, и мы должны этим заниматься. Потом я нашел, что уже 10-й день в Сосновке, Львовской области, ребята, атошники, ветераны остановили вагоны с углем российским и требуют, чтобы на них обратили внимание. И уже Львовская даже облдержадминистрация, Львовская облрада успела сделать заявление на Зеленского, на Верховную Раду и премьер-министра, что откуда у нас российский уголь. А там очень интересная история была.
Если потом будет интересно, я расскажу. Когда забыли тряпку в, скажем так, помещении Хмельницкой АЭС в генераторе, которая внезапно сгорела, и АЭС остановилась на опаливальный сезон, и возник дефицит топлива, который обязательно нужно покрывать, сжигая у Ахметова российский уголь. Но это бог с ним. А потом выяснилось, что у меня родственники в Сосновке. У жены отец потомственный шахтер, и его дед, и прадед. Они там проживали, работали на шахтах. Инвалиды, в том числе, там, одного вагонеткой придавило, второго на обвале. Потом он приехал в Макеевку, где родилась моя жена, с кем я познакомился, а там у них до сих пор живет брат. И мы с ними созвонились, они рассказали нам, что там происходит. Я отправил ребят посмотреть, они говорят, слушайте, действительно, сидят в лесу ветераны, стоят эти вагоны, но к ним уже приезжают... Кого вы маете на увазі ребят отправил? Наших хлопцев, с кем я служил, и которых мы собирались заниматься, собственно, предпринимательством. И собирались, а до этого я их вытаскивал из тюрем, потому что после каждого митинга, после каждого там Грушевского, блокады, им по фейковым делам пытались куда-то там засунуть и прочее, прочее. Те люди, которые не сидели на печи, не рассказывали, какие они хорошие ветераны и ни хрена не делали, а те, кто продолжали бороться, неугомонные, скажем так. Вот. И потом поехал туда сам и увидел, что там сидят нормальные ребята. Я очень удивился. Во-первых, я читал в Фейсбуке, что Львовщина сошла с ума. И почему-то Порошенко, мародера, негодяя и предателя, вывесила на постамент. Я увидел, что это фейк. Там нормально, абсолютно адекватные люди. Мне очень стало на душе легко, потому что я полгода читал проклятия в интернете. Так Порошенка вже нема. Вже від квітня. Я прошу прощения. Я же скажу, что від квітня я читал, насколько там истерия раздувалась про зраду, и я видел, что 90% истории про зраду это фейк, по большому счету. Увидел этих ребят и понял, что, наверное, им нужна моя помощь, потому что их никто не поддерживал. Для меня это был глоток свежего воздуха. Я увидел, что уже практически везде люди оцепенели, опустили руки, ничего не делают, а ведь эти вагоны ездят по стране. И во Львовщине шахтеры и ветераны, как только они это увидели, они говорят, а слушайте, а почему мы не развиваем свой углепром? Почему во время войны мы зависим от агрессора? Стоп-кран. Молодцы. Я не смог пройти мимо, я не смог их бросить, и вот так я там очутился. Это было примерно на вторую неделю их блокады. Володимира Зеленського запитували про затримання учасників блокади російського вугілля на Львівщині. Згадав президент і про Семена Семенченка. Давайте послухаємо, що він сказав. Пан Семен Семенченко, з яких пір став львів'янином, який керував цим заходом? Скажіть мені, будь ласка, що там сталося? Це треба розбиратися, ми розберемося, але всі будуть нести відповідальність. Тому що те, що я впевнений, що люди, звичайно, які вийшли, вони, люди вийшли. Там вийшли місцеві жителі. Я розумію, живуть, місцеві жителі, так. Ми повинні військових покарати всіх, хто зловживав владою. Коли львів'яни, від львів'ян, як ви кажете, говорить Семен Семенченко, це, мені здається, це неправильно. Давайте так. Але всі повинні бути всіх покарані, якщо там ті поліцейські, які зловживали владою, так. До них ми обов'язково до всіх доберемось. Хочу сказати, що мало того, що там били і затримали людей, і облрада Львівська прийняла рішення ходатайствувати о звільненні Віконського, це керівник поліції Львівської області, так еще и там погиб человек. Через тиждень его сильно побили на блокаде, и он через тиждень умер. И сейчас мы ведем расследование этой деятельности. Хочу сказать пану Володимиру Зеленскому, что, по-перше, я українець, і Львівська область, слава Богу, Україна. Тому я могу перемещаться, не будучи там, в Львівській області. Коли я говорил о том, что атошникам не надо цеплять Зеленского во время предвыборной кампании во Львовщине, почему-то никто не вспоминал, что я не оттуда. Но пан Владимир плохо знает, откуда я родом. Я родом з Севастополя, жил в Донецке, але моя дружина имеет корни потомственные, шахтерские, самые сосницы. И коли я сидел в лесу с хлопцами, и сейчас поеду опять, мои дети гостили вот там в городе у Богдана Теодоровича, у его дружине. И сейчас поедут мои уже младшие и средние туда. Поэтому пан Зеленский тут не угадал. Моя семья имеет часть своих корней именно с Львовской области. Поэтому приглашаю пана Зеленского к своим родичам в Сосновку.
Львовской области. Заодно пусть он посмотрит на блокаду и поймет, что такое уголь в середине, российский уголь во время войны в середине нищего шахтерского Львовского легиона, который копейку не получает для того, чтобы оборудование поменять и увеличить выдобуток. А шахтеры уезжают в Польшу на заработки. И пан же Владимир что говорит? О том, что люди должны возвращаться в Украину. Так как мы российским углем их назад приманим. До речі, представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус на своїй сторінці у Фейсбуці підтвердив, що в вагонах біля Соснівки вугілля з Росії. І ось що він написав. На Соснівці стоїть російське вугілля, яке призначається для Центренерго. Це високоякісне вугілля з Кузбасу із золою 13%. Воно мало змішуватися із вугіллям Львіввугілля із золою 45-55% та відправлятися на Центренерго, яке приймає вугілля із золою 25%. Таким чином, це російське вугілля не є конкурентом нашому. Ним розбавляється наше, щоб усереднити, понизити золу, понизити собівартість, зробити товарний концентрат і відправити на ТЕС. Саме тому ці російські вагони стояли не десь на електростанції, а у Соснівці, біля Червоноградської збагачувальної фабрики. От Андрій Герус заперечує, що таким чином позбавляються роботи шахтарі. Перше. В вугільному бассейне Західної України. Почему я туда поехал? Потому что у Семенченко, в отличие от шахтарів місцевих и в отличие от ветеранов, Facebook в 225 тысяч людей и просмотры до 500 000. Поэтому меня запаковать ночью, как их планировали, не получается бесшумно. И мне мозги запудрить после 5 лет работы Верховной Рады на переговорах с урядом, который мы сейчас ведем, тоже неможливо. Поэтому тут полный комплект. Корни из Львовской области, дружины. Я не байдужий громадянин Украины и имею досвид. Теперь по поводу пана Геруса. Червоноградская сбагачивальная фабрика строилась как обогатительная. Что имеется в виду? Туда завозится уголь Львовско-Волынского угольного бассейна, и оттуда путем обогащения убираются негорючие материалы. И оно идет на ТЭС. Внезапно почему-то придумали новый способ работы с этими фабриками, смешивание. Оказывается, нужно уже брать наш уголь российский, украинский, добавлять к нему не наш российский и добавлять туда местные шламы. То есть изобрели новый способ. А откуда это взялось? Герус дальше писал, что есть дефицит в 1 миллион тонн угля, который нужно сжечь для производства электроэнергии. Почему? Потому что в середине августа забыли тряпку в генераторном блоке Хмельницкая АЭС. Она, несмотря на то, что там тройная, четверная система наблюдения и контроля чуть-чуть бахнула, не было возможности отремонтировать сразу, и поэтому нам сообщили, что АЭС с ее дешевой государственной электроэнергией не работает, а поэтому нужен уголь, чтобы спаливать на шахтах Ахметова. И повезли уголек российский. Мы сейчас вот эти сказки слушать не хотим, пана Геруса, поскольку хотите победить эту ситуацию, вложите деньги в Львовский угольный бассейн. Сделайте так, чтобы они в 2 раза увеличили выдобуток. Второе. Запретите Ахметову построить электроэнергию за рубеж. Он на этом зарабатывает, как коммерческая организация. И вот этот 1 миллион тонн как раз-таки он ждет, что туда отправлять. Или перестаньте делать так, чтобы забывали тряпки в генераторных блоках АЭС. Иначе у нас будет второй Чернобыль. Что мы хотим от правительства? Первое. Мы сейчас хотим, чтобы она нам четко сказала срок, в течение которого она обязуется избавиться от российского угля. Мы понимаем, что им достались эти проблемы от попредников. Сколько им нужно? Полгода? Год? Подпишите, пожалуйста, чтобы дальше этого не будет. Второе. Вложите, пожалуйста, 1,5 миллиарда гривен в угольную галузь Львивщины, чтобы они заменили полностью все оборудование и увеличили в 2 раза за этот год выдобуток. Чтобы через год нам этого не нужно было. Третье. Бейте Ахметова. Чего он монополист? С каких это перепугу он монополист тепловой генерации? Забирайте это в государственную отрасль. Четвертое. Давайте прекратим все эти мутные схемы вокруг этих обогатительных фабрик. Саме головне. А як ви бачите от повернення, наприклад, в державну власність, ви говорите про ДТЕК, правильно я розумію? Як ви бачите повернення власності Ахметова в державну власність? Очень просто. ДТЕК, что такое, вот в 2 словах? Львовские, Волынские шахты, которые добывают уголь, обогатительная фабрика, которую отдали Королевской, вот эту депутатку от Медведчука, депутатке, и 3 ТЭС, в которой должен этот уголь сжигаться. Добротворская, Бурштинская, да. И смотрите, что получается. Получается, что обогатительную фабрику отдали Королевской, а эти ТЭС отдали Ахметову. Так вот, Бурштинскую ТЭС отдали Ахметову по цене лондонской квартиры одной. Это первое.
Второе, ему это отдали с инвестиционными обязательствами. Вложить столько-то денег, это первое. И второе, такие-то социальные программы. И третье, защита окружающей среды. Мы еще в 2017 году туда А це в приезжали. якому році віддали? Насколько я помню, при Януковиче это было, 2011, кажется, если я не ошибаюсь. Проверьте инвестиционные обязательства. Это не коммунизм, как нас любят обвинять. Не реприватизация, это обычная проверка выполнения своих инвестиционных обязательств. Проверьте. И выяснится, что там масса нарушений. Еще в 2017 году Ивано-Франковская и Львовская областные рады отправляют туда комиссии свои. Но это, к сожалению, заглохло при правительстве Порошенко, поскольку Порошенко, как известно, был крупным вкладчиком в евробонды ДТЭК. Они дали им Роттердам плюс, знаете эту схему, да? Завоз угля с оккупированных территорий, он вложился через Гонтареву, и сейчас идет расследование НАБУ, в евробонды ДТЭК, и он просто с этого получал такой же прибыль, как и Ахметов. Можно ограничить монополию Ахметова на нашем энергетическом рынке. Зачекайте, Семен, схема Роттердам Плюс – це не були вкладення Петра Порошенка. Вы мало знаете об этом. Просто ви говорите про речі, Давайте євробонди, скажу. вкладення. Роттердам Плюс котувався на... Рассказать, как схема выглядит? Смотрите. Схема Роттердам Та ні, я знаю, як схема виглядає, тому що схему намалювало Національне антикорупційне бюро України. Так, а в этом вопрос. Пан Пасенюк. Там не фігурують ні євробонди, ні нічого. Я могу скинуть ссылочку. Отдельно проводились выемки в компании, которая от имени Петра Порошенко туда вкладывала серьезные деньги. Порошенко дал возможность Ахметову крутить все эти махинации с ДТЭКом, потому что он с этого получал прибыль. Каким образом? Он вкладывался в эти его бумаги. И у Ахметова росли котировки в связи с Роттердамом плюс, и росли прибыли у Ахметова. И в том числе это расследует Национальное антикоррупционное бюро. Я не помню название компании, через которую делались эти вложения, но это компания Гонтарева и Пасенюка. Можете поискать. Значит, Пасенюк... Не знаю, це нова інформація для мене, якщо чесно. Я последний раз это видел 4 месяца назад в пресс-релизе НАБУ. Почитайте, просто я этим постоянно занимаюсь, поэтому все это в курсе. Давал ли Ахметов наличкой что-то Порошенко, я не знаю, не буду врать. Однако вот этот способ получения прибыли в том числе расследует сейчас Национальное антикоррупционное бюро, потому что государственные деятели этим заниматься не должны. Так вот, что я думаю. Во-первых, мы не должны иметь монополию кого-то в энергетике. Это первое. Второе, мы не должны за счет экспорта российского угля закрывать свои дырки, которые возникают из-за спланированных искусственно аварий на наших АЭС. Мы требуем что от нашей власти? Обратить внимание на украинскую государственную угольную галузь. Убрать монополистов, вложить деньги в государственные шахты, увеличить выдобуток и сохранить рабочие места для шахтеров. Нельзя говорить только о прибыли и о экономике во время войны. А где энергетическая безопасность? А если Россия во время опалювального Ви говорите про енергетичну безпеку. Так, от ви знаєте, яка сталася подія 1 жовтня 2019 року? Якщо ми зачепили тему, ви говорите, що ви дуже сильно розбираєтесь. Ви не знаєте, так? Ми ж не екзаменуємо. Скажіть, будь ласка, мабуть, я знаю. Здається, почалися поставки імпорт, так званої електроенергії з Російської Федерації. Вам відомо про це? Відомо, так. І що думаєте робити з цим? Категорично проти. У мене питання. Ви задаєте питання звичайному громадянину. А що ви... Так ні, Семен, ви мені говорите про євробонди. Хочете, я вам прочитаю кваліфікацію, в чому звинувачують. Там не фігурує ім'я Петра. Так я знав це. Я вам просто, щоб ви мене... Компанія ICU, да? Компанія ICU не фігурує. Просто, якщо вам потрібна в чому проблема з Роттердам Плюс, то я вам прочитаю те, що НАБУ. Я предлагаю этот разговор отложить, поскольку мы не в равных условиях. Возле вас компьютер, возле меня нет. Я можу закрити його. Добре. Я можу його закрити. Вот я думаю, что зрители проверят это очень просто. Значит, НАБУ расследует в том числе историю вложения через компанию ICU в ценные бумаги Ахметова, в том числе и окружение самого Петра Алексеевича Порошенко. Потому что он имел... Ценні бумаги Ахметова. Ахметов є власником багатьох компаній. Що означає ценні бумаги Ахметова? ДТЕК. Ця інформація була, але це не пов'язано з Роттердамом Плюс, тому що регулятором ринку є НКРЕКП, правильно? За счет Роттердама Ціна була включена в електроенергію, яку сплачували пересічні громадяни України. Вони сплачували ціну вугілля, яка нібито йшла із Роттердама до України. Так, але це не мова про євробонди. І тому було переплачено із засвідченнями Національного антикорупційного бюро України підтвердження того, що вугілля йшло з Роттердаму до України в багатьох випадках із Макіївки йшло. Не підтверджено. Так.
Оце вся фабула. И не вся. И в результате выросли стоимость ценных бумаг, были получены прибыли официальные, Я можу відкрити? часть из которых получил опосредованно Петр Алексеевич Порошенко через вложения, через своих банкиров, в том числе Пасенюка. Я думаю, что нам стоит сейчас не мериться тем, кто больше знает, а пожелать все-таки антикоррупционному бюро при новой власти все-таки достигнуть окончания этого дела и передать его в антикоррупционный суд. И я этого жду. У меня такая информация. Если у вас она другая, окей, нас рассудит антикоррупционный суд. Скоріше за все. Я надеюсь. Уряд повинен найближчим часом спростити порядок руху товарів через лінію розмежування на Донбасі. Таке доручення Кабінету міністрів дав своїм указом президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо пряму мову президента. З метою створення умов для переходу громадян та проїзду автотранспорту через річку Сіверський Донець постановляю Кабінету міністрів України невідкладно вжити заходів щодо опрацювання питання стосовно спрощення в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій. Ви підтримуєте позицію? Если речь идет об облегчении бабушки, которая везет мясо с местного рынка с нашей территории до оккупированной, так. Если под это, в чем я очень сильно сомневаюсь, пытается спрятать преодоление торговой блокады, которая легализована указом Порошенко и которую мы добивались в январе, феврале и марте 2017 года, то нет. Посмотрим, к чему это приведет. І також минулого тижня, так як і пройшло в цей тиждень, сталася достатньо резонансна подія, тому що затримали Сергія Пашинського, брали міру запобіжного йому заходу на 2 місяці. Захист нардепа попередніх скликань Сергія Пашинського подає апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду Києва про його утримання під вартою. Про це кореспондент УНІАН повідомив один його з адвокатів Андрій Федор. І я нагадаю, що 7 жовтня суд арештував Пашинського до 4 грудня. Його підозрюють у заподіянні громадянину В'ячеславу Хімікусу тяжкого тілесного ушкодження. Екс-нардепу загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Ви були першим заступником пана Пашинського? Я був першим заступником голови комітету з питань безпеки і оборони. Другим заступником був Ярош, третім Білецький. Але очільником цього комітету був Сергій Пашинський. Так. Ну, тобто ви були першим заступником. Обрана посада. Так, я це маю на увазі. Так, це ви, ну, як депутат, ви там були... Головою комітету був Пашинський від Народного фронту, я був першим заступником від самопомочі, і другими заступниками був Білецький і Ярош. Так. Що можете сказати про цю подію? Про арешт? Так. Наскільки я розумію, тут логіка очільників держави, ну, я не сумніваюся, що вони до цього руки приклали, така сама, як і у очільників Сполучених Штатів на початку 20-го століття, коли вони садили Аль Капоне. Вони його посадили не за його злочини, а за неуплату податків. Я так розумію, що це сигнал тим людям, які кричать, а де посадки. Потому что если бы его стали садить за коррупционные преступления, то, скорее за все, это было бы долго, и не факт, что люди бы до этого дождались. Поэтому, если сейчас выяснится, что все коррупционные преступления, которые ему будут вменять, будут доказаны, я считаю, что это позитивно. Если выяснится, что через 2 месяца, когда у него закончится запобежный захід, что там доказательств по его криминальному провадження нет, и он на руках у Тани Чернового выйдет из в'язниці, то я против, потому что они створюють своїх фактичних героїв. Я впевнений, що на цій посаді, на жаль, керівник нашого комітету приймав участь в схемах в оборонці і Петра Порошенка, і Гладьковського, і Свинарчуків. Але я хочу все-таки почекати результати цієї справи, тому що у нас слишком багато тих випадків, коли крупну рибу, як казав Луценко, ловлять, потім цілують, потім випускають. Побачимо. А от ви сказали, що, скоріш за все, я правильно розумію, що Сергій Пашинський, він був замішаний в корупційних справах оборонного комплексу, а от ви як член комітету, як заступник його, вам щось про це відомо було під час того, як ви були депутатом? Звісно. І що ви робили? Робив запити і
попытки створювати комиссии по перевірке Укрпрома и прочее, все эти попытки блокировались в комитете, блокировались в прокуратуре, блокировались в СБУ, в том числе и прямыми криками там, и Черновол, и Пашинский, и прочее, просто срывали и Винник, все эти истории. Чтобы вы понимали, заступники головы комитета имеют те повноважения, которые распределены в самом начале при создании комитета. Наши повноважения не были распределены специально, потому что там керували БПП и Народный фронт. И они были за то, чтобы не давать оппозиции, самопомощь в том числе, туда влазить. Это первое. Второе. Ни одного заседания вместо Пашинского я не вел. Хотя, когда его не было, там незаконно все время лез Винник. Хотя он был секретарем комитета. Третье. Все попытки создать, например, следственные комиссии по Иловайску и Дебальцеву, новые, пресекались большинством членов комитета, которые передавали все это Матиусу в военную прокуратуру, где это и глохло. Все попытки допросить на комитете представителей оборонного комплекса заканчивались дикими воплями, заглушающими все. Я несколько раз вынужден был уходить с заседания комитета. В итоге они добивались того, что все это передавалось в СБУ и в военную прокуратуру, где все это глохло. Вот так мы прожили 5 років. Хочу сказать, что я абсолютно уверен, что без крышевания головою комитета всех этих злочинов, они так долго, даже с учетом того, что участвовал в этом и прокуратура, и СБУ, круговая порука была, оно бы так долго не продержалось, потому что там же были везде камеры. Если бы голова комитета занимал позицию для открытых разбирательств и способствовал этому, то воно було б зовсім по-другому. Як ви оцінюєте призначення начальником Генерального штабу України Руслана Хомчака? Ви ж знайомі з ним. Так, я з ним знайом. Він також брав участь в Іловайській кампанії. Значит, я в тех случаях, когда я видел Хомчака в боевых условиях, я оцениваю действия позитивно. Могу привести несколько примеров. Пример номер один. Это когда мы перед самым Иловайском попали под обстрел Градов. Он не пытался куда-то сбежать. Мы рухнули в одну и ту же канаву, наполненную дождевой водой. Я видел, что он после этого встал, отряхнулся и пошел спокойно руководить операцией. Второе. Перед тем, как штурмовать Иловайск, он нормально отдавал приказания, координировал, хотя на него там кидались и добровольцы сумасшедшие, там были масса людей, там, и еще там что-то, вел себя очень профессионально. Третье. Я знал, что когда я уже лежал в госпитале при Иловайске, ему можно не было там находиться. Можно было бы не находиться, поскольку он мог бы быть на вынесенном командном пункте где-то за линией, где ему угрожала опасность непосредственно. Но, тем не менее, он был в той зоне, где были все остальные. Вот это то, что я видел. Я не видел его при отходе. Я знаю о том, что существует там масса чуток-приток. Значит, и по мне такое же существует. Но мое общее впечатление позитивное. Дивіться, а чи не думали б ви вернутися в структури там Національної гвардії України і просто піти воювати? По-перше, я думаю, что однозначно нынешней власти это не нужно. Им не нужны, с их точки зрения, неуправляемые командиры. Что я имею в виду? Если я буду видеть перед собой врага, и я понимаю, что, ребята, если он не стреляет в моих солдат, для меня важно будет его атаковать и уничтожить, а не слушать по поводу режима прекращения огня. Я считаю Минские соглашения незаконными. Вопрос. Нужны ли им командиры, которые считают их приказы незаконными? Это первое. Второе. Я разделяю мнение своих побратимов. Я не нанимался работать в 45 лет в совковой армии. Я хотел бы участвовать в наступлении и освобождении своей территории. Поэтому, если будет принято решение политического руководства о освобождении нашей земли, я готов сформировать свой батальон еще раз или готов пойти рядовым. Я это абсолютно ответственно заявляю. Сидеть там на печи и есть калачи я не считаю. Я считаю, что я гораздо здесь важнее например, на той же блокаде или создавая структуру нашей безопасности, будучи пионером в этой области. Я имею в виду про международные военные компании. Я как человек, который был на фронте неодноразово, у меня свое представление о том, что там сейчас происходит. Я дякую Семену Семенченку, народному депутату 8-го скликання. Підписуйтесь на YouTube каналу АТР. Я дякую всім глядачам, які були із нами. І всім бажаю гарних і спокійних вихідних.